Переходим к рассмотрению дела по существу, и слово для выступления предоставляется судье-докладчику Усалаеву Джадыгай Ибрагимовичу. Пожалуйста, Джадыгай Ибрагимович. В Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики 29 мая 2018 года поступило ходатайство Султаналиева Марата Бакаевича, представляющего интересы Мамбекова Азамата Альбертовича, о признании статьи 15 пункта 4 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о защите государственных секретов Кыргызской Республики, регламентирующих порядок допуска к государственным секретам Кыргызской Республики должностных лиц, граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, противоречащими части 3 статьи 6 пункта 8, части 5 статьи 20, частям 1 и 3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики. Как следует из представленных материалов, основанием для обращения в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики послужили материалы уголовного дела по обвинению ряда лиц, в том числе Мамбекова, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Поскольку в ходе следствия в вышеуказанном уголовном делу был присвоен гриф «совершенно секретно», судом было назначено закрытое судебное разбирательство. В свою очередь, защитникам, участвующим в данном деле, были оформлены соответствующие допуски к государственным секретам. Однако, в ходе судебного разбирательства Мамбековым было заявлено ходатайство об участии в процессе в качестве его нового защитника, гражданина Султаналиева, который был допущен судом с условием оформления допуска к государственным секретам. 19 февраля 2018 года адвокат Султаналиев обратился в Первомайский районный суд города Бишкек с заявлением об ознакомлении с материалами уголовного дела и снятии с них копий, однако ему в этом было отказано ввиду отсутствия у него надлежащего оформленного допуска к государственным секретам. Субъект обращения отмечает, что даже при наличии у адвоката соответствующего допуска суд запрещает адвокатам выносить из здания суда для самостоятельной работы копии материалов дела, а также выписанные из них сведения дают возможность работать с ними только в суде и только в рабочее время. По мнению заявителя, такая практика суда ограничивает его конституционное право на судебную защиту. Султаналиев считает, что требование суда о необходимости получения защитникам допуска к материалам дела, которые содержат сведения, относящиеся к государственным секретам, по сути является запретом на участие адвоката в судебном процессе, что ограничивает конституционное право граждан на получение квалифицированной юридической помощи и на самостоятельный выбор защитника. Данное право граждан закреплено и в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, являющегося составной частью правовой системы Кыргызской Республики, которая гарантирует каждому при рассмотрении предъявленного ему обвинения права вести работу с выбранным им самим защитником. Субъект обращения также отмечает, что сложившаяся судебная практика по осуществлению уголовного судопроизводства, при которой защитники, независимо от получения ими допуска к государственным секретам, не могут выносить из здания суда копии материалов дела и выписки из них, противоречат ряду норм Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, части 3 статьи 1, части 1 и 7 статьи 18, согласно которым законы, регулирующие порядок уголовного судопроизводства, подлежат применению при условии включения их в указанный кодекс. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Стороны, участвующие в уголовном судопроизводстве, равноправны, и суд основывает процессуальное решение лишь на тех доказательствах, участие в исследовании которых на равных основаниях было обеспечено каждой из сторон. Основываясь на вышеизложенном, обращающаяся сторона просит признать оспариваемым нормам, противоречащими Конституции Кыргызской Республики. Определением коллегии судей Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики от 2 июля 2018 года обращение Султаналиева было принято к производству в части проверки оспариваемых норм пункту 8 части 5 статьи 20, частям 1 и 3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики. Относительно проверки на соответствие части 3 статьи 6 Конституции Кыргызской Республики было отказано ввиду отсутствия соответствующих правовых аргументов. Сторонними ответчиками являются органы Кыргызской Республики, представители подведомств которого присутствуют здесь. Иными лицами определены постоянно представитель президента Кыргызской Республики, Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики, тоже присутствуют в зале, правительство Кыргызской Республики, адвокатура Кыргызской Республики, и их представители палаты ведомств тоже присутствуют здесь. Дело готово к рассмотрению. Мы представителя адвокатуры не увидели. Пока... Садитесь. Дадим вам слово.
Коллеги, есть вопросы? Нет? Спасибо. Представитель адвокатуры, пройдите к трибуне. Представьте информацию о себе. Токтомбетов Столбек Мугамбетович. Я являюсь менеджером по правовым вопросам адвокатуры Кыргызской Республики, координатор проекта ГГЮП по адвокатуре и фонду Сорос. Вы уполномочены представлять адвокатуру на основании чего? Кем подписано На доверие? основании доверенности. Доверенность подписана председателем Совета адвокатов адвокатуры Кыргызской Республики Раимкуловым Белюном Сардылбековичем. Доверенность предоставлена была в Конституционный суд. А в связи с чем опоздали? Я выехал из дома практически в 8:30, но на пересечении Донецкой и Койбагарова произошло ДТП, участникам которой явились маршрутка и легковой автомобиль. В связи с чем, что мы там, не было возможности туда вызвать такси, и мне пришлось ждать, пока дорожная На будущее транспортная... имейте в виду, что у нас заседание начинается в обозначенное время. И если вы в последующем будете привлекаться в качестве иного лица или иного участника, прошу являться без опоздания. Сделаю все возможное, чтобы впредь не нарушать установленный вами регламент.